Первый старт в новом легкоатлетическом сезоне приняла сборная Республики Ингушетия на чемпионате России. Соревнования проходили в Москве в спортивном манеже ЦСКА. Общекомандное место в итоге не получилось призовым, но это нисколько не расстроило спортсменов. Они с новыми силами и надеждами вышли на очередной спортивный старт королевы спорта. Победителем в легкоатлетических соревнованиях считаются спортсмен или команда, показавшие наилучший результат в финальных забегах или финальных попытках технических дисциплин. Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что она является одним из самых массовых видов спорта, и в ее дисциплинах всегда разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. Легкоатлеты – спортсмены, которые занимаются одним или несколькими видами легкой атлетики. Это важно не только для спорта, но и для подготовки молодых людей к профессиональной деятельности. Круглогодичный систематический процесс, направленный на достижение высоких спортивных результатов, в итоге дает свой прогресс. От старта к старту ребята повышают свои личные результаты. Ну, все идет по плану, конечно, но от того, что мы хотим, а так идут, они растут. Легкой атлетике очень тяжело сделать результат. Там каждая сотая доля секунды это уже мастер спорта. Просто готовимся, работаем. С 13 по 15 февраля 2019 года у нас проходил чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях в Москве. Выступали на этих соревнованиях 3 наших легкоатлета, которых мы вывезли. Костоев Рашид и Манкеев Рашид и Гайсанов Рамзан. Ну, выступили, мы, конечно, ожидали лучшего, но выступили лучше, чем в Волгограде. Гайсанов Рамзан показал очень хороший результат, мы такого не ожидали, очень хорошо пробежал. Закрыли мы зимний сезон, и с сегодняшнего дня, с 1 марта, мы начали готовиться к летнему сезону, к новому сезону этого года. Первые соревнования у нас пройдут в мае, чемпионат республики по легкой атлетике. Будет отбор на ЮФО и СКФО, который пройдет в начале июня. Бег – один из самых старых видов спорта, по которому были утверждены официальные правила соревнований, был включен в программу самых первых Олимпийских игр современности 1896 года. Бег в легкой атлетике представлен следующими видами: спринт, бег на средней дистанции, бег на длинной дистанции, барьерный бег, эстафета. Занятия легкой атлетики общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные движения человека. Легкая атлетика уникальна тем, что каждый тут сможет что-то выбрать по собственному вкусу и телосложению, а затраты на тренировки по всем видам практически минимальны. Спортивная форма, кроссовки и немного времени для себя. Я пришла на легкую атлетику, потому что это полезно для здоровья. Я пришла, чтобы заниматься спортом, так как это, чтобы добиться успеха в спорте и участвовать на соревнованиях. Ближайшие соревнования – это чемпионат республики. Обращаясь к девушкам нашей республики, я хочу сказать, что заниматься спортом полезно, и можно добиться успехов и выезжать в другую страну, в другую республику и добиться успехов. Я хочу сказать, что меня привел на легкую атлетику мой брат. Я хочу сказать ему спасибо и хочу сказать своему тренеру тоже спасибо, так как она меня научила многому.
Упражнения из легкой атлетики люди выполняли во все времена. Бегали, прыгали, ходили, кидали тяжести. Поэтому, по мнению многих тренеров, легкая атлетика – это сама жизнь здорового человека. Наблюдаемая нами тренировка предусматривает достижение физического совершенства, воспитание спортсмена, обучение его рациональной технике, повышение его функциональных возможностей. Разносторонняя физическая подготовка обеспечивает прогресс результатов на протяжении многолетнего процесса тренировки, а всестороннее физическое развитие – хорошее здоровье и высокую работоспособность в старшем возрасте. Главной целью любой тренировки легкоатлета является достижение хорошего здоровья, всестороннего развития и высоких спортивных результатов. Овладение спортивной техникой сочетается с развитием физических качеств. Основные физические качества – выносливость, сила, скорость, гибкость. Кроме того, во время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движения, быстрого и экономического передвижения и рационального выполнения сложных физических упражнений. Ну, сейчас, в данный момент, мы, как видите, бегаем в горку, бегаем 150 метров, в основном для наработки выносливости, именно на объемы сейчас работаем. Чтобы наработать выносливость и работу на стопу, на заднюю поверхность, отрабатываем правильную технику бега. Поделись вашим выступлением, твоей оценкой своего личного результата и в целом вашей команды на последнем чемпионате России. На чемпионате России мы, как мне кажется, выступили более чем достойно, ввиду того, что условия у нас не такие хорошие, как у наших соперников. Допустим, зимой не секрет, что все атлеты, выступающие на таких больших соревнованиях, занимаются в основном перед этим стартом на сборах, делают по 2 тренировки в день, занимаются в манежах, там у них есть условия. А нам такая возможность не предоставляется ввиду того, что у нас и манежа нет, и мы в основном работаем по дорожке всю зиму на улице, а невозможно показать хороший результат, допустим, не разогревшись хорошо, а на холоде не особо разогреешься. Поэтому результат, как говорится, был не такой хороший, как хотелось бы. Но, тем не менее, мы показали достойный результат на этих соревнованиях. И команда тоже. Сейчас будем готовиться к весеннему, к летнему сезону. Там уже выступать. Уже весна, лето, будет тепло. Я думаю, к этому сезону мы подготовимся более плодотворно, более лучше будем готовы. В вашей команде появляются новые участники, новые спортсмены, которые составляют конкуренцию. Ты чувствуешь это? Конкуренцию, да, чувствую. Вот, допустим, молодые ребята, есть пара человек, которые вот тоже, не сказать, что недавно, но уже занимаются довольно-таки долгое время. Ну и вот уже показывают достойный результат в своих дисциплинах. Скоро будем на одном уровне бегать. Давай, Андали. Наиболее важное значение при тренировке в любом виде легкой атлетики имеет специальные упражнения. Система спортивной подготовки представляет собой регулярные учебно-тренировочные занятия и соревнования, в ходе которых спортсмены овладевают техникой и тактикой. Они не только развивают необходимые физические качества, но и совершенствуют спортивную технику или отдельные ее элементы. Тренировочный процесс не может быть эффективным без сознательного участия в нем спортсмена. Как бы ни старался тренер, если ученик не понял технику своего вида легкой атлетики во всей сложности, не умеет мысленно воспроизвести ее, не зная, для чего выполняет те или иные упражнения, то высоких результатов в таких случаях ждать не приходится. Средства и методы тренировки легкоатлетов органически взаимосвязаны. Для достижения высоких спортивных результатов необходимо умело применять самые разнообразные средства, методы и методические приемы, позволяющие количественно и качественно изменить тренировочные нагрузки, повышать функциональные возможности организма спортсмена на этой фазе, достигать высоких спортивных результатов. За 5 лет существования Федерации легкой атлетики в Республике Ингушетия есть достижения, которые сами за себя говорят о проделанной работе. Учитывая то, что мы не так долго существуем, мы можем уже сказать то, что мы 2-й год отбираемся на чемпионат России. Не всем удается. И с каждым годом, вернее, вот 2-й чемпионат у нас уже отобралось 3 человека. И, наверное, это уже показатель и говорит о том, что работа идет и в нужном направлении, то есть с ростом. Какое самое большое достижение было за это время?
Ну, у нас спринтера, 2 спринтера, Костоев Рашид и Манкеев Рашид, показали свои личные результаты. Мы планировали, конечно, мастера в этом году, то, что касается Костоева Рашида, но мы чуть-чуть не отработали по программе. Ну, надеюсь, это будет в летний период. А так, показатели этих ребят уже серьезные, они себя уже заявили на уровне российского масштаба, их уже знают, с ними уже считаются. Так что в будущем я надеюсь, что эти спортсмены будут блистать не только на всероссийском уровне, но и выйдут за пределы всероссийского, то есть это Европа, мир и так далее. По ходу вашего дальнейшего развития, какие задачи, какие проблемы нужно решить в первую очередь? У нас существует одна проблема, мы ее постоянно озвучиваем. То есть зимний период у нас получается остановка. То есть что значит остановка? Мы не работаем на пределе, то есть подводки нету за счет того, что у нас нет условий для тренировок. И ну, тренера, которые действительно знают всю эту систему тренерскую, они знают то, что определенное количество времени спортсмен может находиться на улице, чтобы не было ущерба для состояния их здоровья. И вот эти как раз-таки моменты, они способствуют тому, что мы не можем сделать в зимний период максимальную подводку. И к летнему сезону мы держим спортсменов на пределе, что тоже ничего хорошего не может дать для состояния здоровья. Спорт это всегда было, есть и будет на пределе возможностей. И нам приходится удваивать, а то и утраивать нагрузку для того, чтобы они максимально могли реализоваться. Не каждый вид спорта подходит для традиционной ингушской девушки. Как обстоят дела с легкой атлетикой? Возможно ли тут, что найдется какая-то альтернатива? Мы только за и всячески пытаемся заинтересовать именно эту половину, потому что это будущие матери, и, конечно, состояние их здоровья, оно должно соответствовать для того, чтобы выносить здорового ребенка. Конечно, об этом мало кто говорит, что смертность материнская, детская, она действительно зашкаливает, и с какими патологиями рождаются дети. Это сигнал того, что нету уровня подготовленности, состояние здоровья не позволяет выносить здорового ребенка. И, конечно, надо задуматься, в первую очередь, наверное, братьям, мужьям, то, что они должны оздоровляться, то есть укреплять состояние своего здоровья. Мы как раз-таки могли поспособствовать тому, чтобы эту ситуацию исправить. Можно было бы, конечно, отдельно пустить какой-то час для девушек, женщин, для того, чтобы они уже знали, что мы придем, и это будет хорошее подспорье, как в плане и развития, так и внешний вид. Он всегда бывает лучше у людей, которые следят за состоянием своего здоровья. Ну, здесь, наверное, в первую очередь нужно обратиться к нашему руководству, чтобы как-то подумали, как грамотно организовать здесь именно для половины женской занятия. То есть это опять-таки оплата для инструктора или для тренера. А то, что касается населения, им абсолютно ничего не нужно будет платить, если, конечно, продумают именно вот этот вопрос наше руководство. Я думаю, что они должны быть заинтересованы в том, чтобы наше население оздоровлялось. Грамотные руководители всегда делали акцент на здоровой нации.
Человек всегда хотел испытать себя на прочность. Он пытается добиться наивысших результатов. И касается это не только профессиональной деятельности, а буквально всего. Так случилось и со спортом. А кто против узнать пределы физических возможностей, которые даны природой? Спорт, как социальное и культурное явление и сфера человеческой деятельности, играет все возрастающую роль в жизни современного общества. Успехи спортивной деятельности во многом обусловлены природными задатками детей и подростков и правильным выбором и распределением во времени педагогических воздействий на протяжении всей многолетней подготовки. Итак, друзья, ряды наших легкоатлетов пополнились еще одним спринтером. Расскажи, каково было тебе впервые участвовать в составе сборной на всероссийском чемпионате? Мне было очень сложно. Я только что начал заниматься. Много тренировок пропустил. Результаты у меня были очень плохо. Ну, какой был у тебя результат и какой ты вообще сам от себя ожидал? Я ожидал от себя примерно там 7:20, 7:30, а у меня получилось 7:44. На какую дистанцию? 60 метров. Я готовился, но времени не хватило. С какими проблемами это было связано? Как ты объяснишь? Вот я вижу, что ты недоволен своим результатом, но твое участие само по себе это уже достижение. И многие даже мечтать об этом не могут. Но ты уже представлял нашу республику на всероссийском чемпионате, поэтому это уже дорогого стоит. Вот как ты думаешь, что тебе помешало набрать необходимую форму? У меня много травм было, поэтому тренировку пропустил много. Еще не работал тут, даже не занимался. Сейчас только начал заниматься сильно. Я вижу, как это досадное поражение тебя очень сильно замотивировало. И теперь я думаю, что ты с утроенной силой, наверное, будешь подходить к следующим своим турнирам. Что впереди ждет? Где мы сможем наблюдать твое выступление? В Далянделе я буду выступать в летнем в Краснодаре. Там я покажу хороший результат в Далянделе. И через год в Далянделе или Волгоград там, или чемпионат России. Я уверен, если ты также серьезно будешь подходить к этой дисциплине, которую ты выбрал в качестве своей профессии, у тебя большое будущее ждет.